Приветствую! Вы смотрите дайджест новостей за последнее время из Москвы. Мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в столице. И, конечно, они связаны с Якутией. Сегодня в выпуске. За какими якутскими товарами москвичи выстраиваются в очередь? Очень вкусно. Что ждет экономику? В Москве завершился финансовый форум. Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам. И Россия выбирает самую красивую девушку страны. Голосуем за якутянку. Я очень добрая, открытая и целеустремленная. Начнем с актуальной повестки. В столице на этой неделе стартовала 25-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023». Это ключевое событие в отрасли в стране. В этот раз площадкой для мероприятия выбран Аграрный университет имени Тимирязева. А основными темами стали развитие науки и образования. В форуме принимает участие якутская делегация, это представители Министерства сельского хозяйства и производители. На площадке работает выставка, проводят различные деловые сессии. Особое внимание в этом году будет уделено молодежной повестке. Впервые в рамках «Золотой осени» пройдут креативные сессии «Агробудущее» для студентов и школьников. Свои доклады представят и якутские ребята. Параллельно в центре Москвы заработала ярмарка фермерских продуктов. Более 50 производителей из разных уголков России представили свои товары прямо напротив столичной мэрии на Тверской площади. В течение 10 дней все желающие могут посетить павильоны, продегустировать продукцию, купить деликатесы. На ярмарку приехали и производители из Якутии. Они привезли северную рыбу. Чир, омуль, муксун – все, что так любят и ценят жители и гости столицы. Причем наши предприниматели стараются максимально разнообразить ассортимент. На прилавке можно увидеть и экзотические таежные чипсы, а также различные консерванты. Мы участвуем во всех фестивалях уже на регулярной основе. Поэтому многие москвичи нас знают, и мы узнаем их в лицо. Есть у нас постоянные клиенты, которые отправляют нашу рыбку в Германию к своим детям. И причем регулярно с каждого фестиваля. Мы уже стали почти друзьями. Спрос большой. Рыбку узнают, рыба нравится. Я пробовала, мне даже угощали, присылали по почте, поэтому я и тут же пришла. Очень вкусно. Недавно в столице завершился Московский финансовый форум. Его главной темой стала финансово-экономическая система России в период мировой трансформации и поиски нового баланса. На пленарном заседании, где выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин, отметили, что сложности позади, но впереди еще много работы. А сессии, посвященные финансовым инструментам, показали, что запас прочности в инвестициях. В каких именно, расскажет Айсена Бурнашова. Экономический порядок в мире меняется. Финансовая фрагментация, превалирование геополитики над экономикой, акцент стран на самообеспеченность. А ведь эти тенденции только начало больших финансово-экономических изменений. Тем не менее, для России наиболее сложный этап пройден. Об этом в своем выступлении отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Наша экономика доказала свою устойчивость. Главная задача России сейчас – дальнейшее развитие вопреки санкциям. В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовой внутренний продукт просядет всего на 2%. Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и при высоких темпах инвестиций. Рост ВВП планируется и в следующие 3 года на уровне выше 2%. Ключевыми драйверами роста станут инвестиционная и потребительская активность, отметили на заседании. Разговор о развитии страны и повышении доходов ее жителей продолжили и на сессии об инвестициях в бриллианты. По прогнозам, рост спроса на люксовые товары в ближайшие лет 5 составит примерно 70%. Кто драйвер? Это в том числе инфляция, очень высокая корреляция реальных товаров, в том числе предметов искусства, роскоши и бриллиантовых украшений с инфляцией и со ставками. В прошлом году правительство одобрило нулевую ставку НДС на покупку алмазов и бриллиантов, что положительно сказалось на их доходности. На форуме Минфин России также поддержал отмену НДС, а в рамках инвестиционной программы «Алроса» как основное бюджетообразующее предприятие Якутии анонсировало опцию обратного выкупа бриллиантов у частных инвесторов. Мы этот неприятный момент, когда человек переплачивает при совершении таких сделок с драгоценными металлами и камнями, просто убираем.
раньше это мешало инвестировать. То есть надо было подождать, пока 20% как-то оправдаются и так далее. Сейчас можно взять инвестиционный пакет «Бриллиантовую корзину», и вот эта корзина, она уже будет продаваться без НДС со стороны физического лица. Минфин анонсировал свою позицию о продлении льготы по НДС на следующий год. С прошлого года это привело к существенному росту интереса инвесторов к данному активу. В настоящий момент к программе уже подключилось 16 банков, и рост продаж по сравнению с началом прошлого года увеличился более чем в 5 раз. Помимо этого, компания объявила, что доступность входа в инвестпрограмму будет изменена. Сейчас порог составляет от $20 тысяч. Его хотят сократить до 10 тысяч. Мы хотим, чтобы бриллианты в дальнейшем имели такую же инвестиционную привлекательность, как золото, при этом обладая рядом своих преимуществ. В том числе для этого в ближайшее время на московской бирже будет запущен специальный индекс по бриллиантам, чтобы инвестор тоже мог наблюдать за состоянием курса. Таким образом, инвестиции в бриллианты станут доступнее для россиян, а компании это позволит более эффективно продавать внутри страны. Это ведь еще и поддержка бюджета России, и в том числе бюджета Республики Саха-Якутия, потому что, во-первых, «Алроса» — это на 2/3 государственное предприятие, во-вторых, оно имеет полный цикл производства, разведки, огранки и находится в Якутии. Соответственно, и жизнь россиян будет лучше, и возможность для сохранения средств у людей появится в бриллиантах, и, конечно, в Якутии будет больше денег. Кстати, потребительская активность и расширение обрабатывающих производств лежат в основе доходной части бюджета страны. И именно бюджет на предстоящие 3 года, которые рассмотрят в Госдуме в ближайшее время, должен обеспечить главную задачу – устойчивое развитие государства. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Уроки якутского языка теперь могут посещать любые жители Москвы. На базе Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара по выходным дням проходят занятия кружка якутского языка и культуры. Пока главные ученики – это школьники, но возрастных ограничений нет. Посетители уроков читают книги, учат стихи, изучают национальные игры народа Саха. Также к ребятам в гости приходят земляки. Это студенты московских вузов, участники молодежного движения «Айтал». Мы начинаем со слов приветствия, как дела, дети рассказывают. Дальше уже знакомимся с новыми словами, дети все это фиксируют, записывают у себя в блокнотике. Вот у нас есть доска для того, чтобы писать слова новые и разбирать. Ну, дальше уже там с особенностями якутского языка. То есть это звуки необычные, которые они знают, конечно, но учатся сочетать с другими словами, строят предложения. В Москве подводят итоги всероссийского конкурса «Директор года». Из 1000 конкурсантов в финал попали 30 лучших руководителей школ. В числе финалистов якутянка Ольга Колмакова, директор Нижнебестяхской школы номер 2 Медино-Кангаласского улуса. Подробности в нашем следующем материале. Колмакова Ольга Васильевна, Республика Саха-Якутия. Номер 10. 10-й номер однозначно счастливый. Именно его Ольга Колмакова вытянула на первом этапе финала. Позади заочный тур. Якутянка дала фору сотням других директоров страны. Затем очный конкурс в Москве с презентацией проекта. В Якутии достаточно хорошая сеть политехнических школ. Об этом я рассказала, как оно было, когда оно началось, то есть с трансформацией вообще всего образования у нас в поселке Нижний Бестях. Это с приходом железной дороги, как он стал центром улуса. И железная дорога здесь определяющий фактор. Нижнебестяхская школа создала проект, который объединил в одну сеть политехнические школы района. Те, что прилегают к железной дороге. Первые шаги были сделаны в 2011-м, когда о сетевом взаимодействии мало что знали. Сегодня, спустя 12 лет, к проекту уже подключились 10 школ, 2 центра технического творчества, а занятия робототехникой и моделированием охватили более 3000 детей. В планах создания электронной политехнической школы. Это опыт моей команды. То есть мы
смогли, например, доказать, что есть такие сельские школы, которые транслируют некий такой опыт и который может тиражироваться уже вот, по всей России. И мои коллеги из других регионов, они уже почерпнули и показывали о том, что это их точка роста. То есть они в сетевом взаимодействии будут работать. Ольга Васильевна работает в школе более 20 лет. 9 из них в качестве директора. Она прошла финал конкурса, вошла в 30-ку лучших директоров страны. И это уже победа, говорят члены жюри. А вот обладателя первого места узнаем совсем скоро. Его выберут из числа 5 директоров, вошедших в суперфинал. Это блестящий результат, потому что в этом году более 1000 заявок было. Представьте, какой конкурс пришлось преодолеть вашей конкурсантке, равно как и всем остальным 29. Вот, это больше 35, скажем, человек на одно место. Разве это не победитель? Это, безусловно, победитель. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. По всей стране идет прокат российского фильма «Чужая», который снимали в Якутии, на Ленских столбах и Кангаласском мысе. В главных ролях вместе с московской актрисой Анной Слю выступили любимые якутянами Зоя Багананова и Нюргун Бичиген. Фильм рассказывает о столичной карьеристке Дине, которая отправляется на крайний север, но авиакатастрофа меняет все. В глухой тайге Дину подбирает местное племя, и девушка начинает новую жизнь. Зоя Багананова предстает в роли шаманки, а Нюргун в роли супруга Дины. Кстати, специально для фильма Нюргун скинул 15 килограммов за 1,5 месяца, а Анна Слю научилась управлять собачьей упряжкой и танцевать седжи. Режиссер фильма отмечает, в ленте показан собирательный образ всех народов Севера. Герои даже говорят на вымышленном языке, который специально придумали лингвисты. В Якутии развит кинематограф, то есть мы ехали и знали, что там уже есть база, к помощи которой мы можем обратиться. У нас потрясающие актеры, это песни просто. Они, кстати, отличаются в лучшую сторону от московских актеров. Они натуральные, они естественные. Они не играют, они живут. И это видно на экране прекрасно. Зоя Петровна просто царица. Рядом с ней, во-первых, ничего не страшно. Она просто восхитительный человек, нежнейший. Ну и, слушайте, такого масштаба, таланта, опыта актриса я училась каждую минуту. На этой неделе в Москве выберут самую красивую девушку страны. Состоится финал конкурса «Мисс Россия». 50 претенденток уже вступили в борьбу за корону. Они занимаются с преподавателями по дефиле, актерскому мастерству, участвуют в фотосессиях и общаются с жюри. Якутию представляет 22-летняя Любовь Хохолова. На днях стартовало онлайн-голосование, по итогам которого первые 10 девушек пройдут в топ-20 во время финального шоу. Так что можно зайти на сайт и поддержать землячку. Сам праздник красоты состоится 8 октября. Посмотреть его можно будет в онлайн-трансляции в соцсетях. На этом у меня все. До новых встреч!